Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это прошедшее время. Жеделет кеншакт – простое прошедшее время. Данное простое прошедшее время передает действие, которое завершилось недавно. Итак, давайте разберемся, как образуется данное простое прошедшее время. От глагола в неопределенной форме отбрасывается суффикс «у». Затем добавляются суффиксы «т», если основа глагола заканчивается на глухую согласную. Если же нет, то в остальных случаях добавляется суффикс «д». Итак, разберем глагол «алу», который переводится как «брать» или «покупать». Отбрасываем суффикс «у», буква «л» у нас сонорная, значит мы должны прибавить в данном случае суффикс «д». Прибавляем твердый суффикс «д», так как слово твердое, получается глагол «алде». Следующий глагол «айту» – «говорить». Также отбрасывается у нас суффикс «у». Данный глагол заканчивается на глухую согласную «т», значит мы в этом случае добавляем суффикса «т». Так как слово твердое, то и суффикс добавляется тоже твердый. Получается глагол «айте». И также с глаголом «бару», который переводится как «идти» или «ехать». Отбрасываем суффикс «у», получается глагол «бар». Буква «р» у нас сонорная, и в данном случае мы добавляем суффикс «д», так как слово твердое, получается глагол «барде». И после этого, как только мы добавили вот эти суффиксы, мы прибавляем личные окончания второго типа. Личные окончания второго типа имеют следующее окончание. В первом лице «мен» прибавляется «м», во втором лице «сен» прибавляется «н», в вежливой форме «сыс» прибавляется окончание твердое «ныс» либо мягкое «ныс», в зависимости от того, какое слово. И третье лицо не имеет окончаний. Также и во множественном числе. «Быс» прибавляется либо твердое «к», либо мягкое «к», «сендер» прибавляется окончание «ндар», «ндер», «сыздер», «ныздар», «ныздер», и третье лицо «олар» также не имеет окончания. Для примера давайте разберем глагол «алу», который переводится как «брать», «покупать». Итак, сначала мы прибавляем суффиксы прошедшего времени. В данном случае мы отбрасываем суффикс «у», и к глаголу «ал» прибавляем суффикс прошедшего времени, в данном случае «д», так как слово твердое. И далее прибавляем личное окончание второго типа, первого лица. Получается, предложение будет звучать «мен алдым», то есть, которое переводится «я брал». Также и в следующих лицах. «Сен алдым» прибавляется сначала суффиксы прошедшего времени, и после этого прибавляется личное окончание второго лица. В данном случае это окончание «н». Переводится «ты брал», «сен алдын». Вежливая форма звучит как «сен алдыныс». В данном случае прибавляются суффиксы прошедшего времени «д» и личное окончание «ныс». Переводится «вы брали». Это уважительная форма. Третье лицо не имеет личных окончаний, только прибавляются суффиксы прошедшего времени к глаголу, то есть «ол алды». Он брал или она брала. Также и во множественном числе. «Біз алдык» – мы брали, «сендер алдындар» – вы брали. Уважительная форма звучит как «сыздер алдыныздар». И третье лицо не имеет личных окончаний, прибавляется только суффикс прошедшего времени, в данном случае суффикс «д». «Олар алды» – они брали. Переходим к следующему примеру. Глагол «бару», который переводится «идти» или «ехать». Также сначала прибавляем к глаголу суффиксы прошедшего времени, в данном случае это твердое «д», так как слово твердое. И прибавляем личные окончания. Получается, в первом лице будет звучать предложение «мен бардым» – «я шел». Также и в следующих лицах. «Сен бардын» – «ты шел», «сыз бардыныз» – «вы шли» – это уважительная форма. «Ол барде» – третье лицо, как мы помним, не имеет личных окончаний. «Он шел» или «она шла». Также и во множественном числе. «Біз бардык» – «мы шли», «сендер бардындар» – «вы шли». Уважительная форма звучит как «сіздер бардыныздар» – «вы шли», и «олар барды» – «они шли». Здесь в третьем лице также нет личных окончаний, прибавляется только суффиксы прошедшего времени к основе глагола. Теперь переходим к рассмотрению предложений. «Я сказал». В данном случае мы используем глагол «айт», он оканчивается на глухую «т». Слово твердое, в данном случае мы прибавляем суффикс прошедшего времени к глаголу, также глухой «т» и личное окончание первого лица. Предложение будет звучать «мен айтым», то есть «я сказал». Следующий пример. «Ты в школу пошел». «Сен мектепке бардын». Здесь мы к глаголу «бар» прибавляем суффикс прошедшего времени «д», так как слово твердое,
И далее прибавляем личное окончание второго лица. Получается глагол бардын. В школу будет звучать как мектепке. Мы задаем вопрос кайда и прибавляем окончание дательно-направительного падежа. То есть куда? В школу. Мектепке. Следующий пример. Вы на диване сидели. Сыз диванда отырдыңыз. В данном случае мы используем глагол отыр. Он твердый, оканчивается на сонорную «р». В данном случае мы прибавляем суффикс прошедшего времени «д», после этого прибавляем личное окончание в вежливой форме. В данном случае это окончание «ныз». Получается, глагол звучит «отырдыңыз», то есть «сыз диванда отырдыңыз». Вы на диване сидели. Следующий пример. Мы кино смотрели. Біз кино көрдік. В данном случае мы используем глагол «көру». В данном случае мы прибавляем суффикс прошедшего времени «д», мягкий, так как слово тоже мягкое. И прибавляем личное окончание множественного числа. В данном случае это окончание «к». Так как слово мягкое, то и окончание тоже мы прибавляем мягкое. Получается глагол «көрдік». И все вместе звучит как «біз кино көрдік». То есть мы кино смотрели. Следующий пример. Мы работали. Глагол у нас мягкий. В данном случае мы прибавляем мягкий суффикс прошедшего времени «д». Также мягкое личное окончание. В данном случае окончание «к». Получается, в прошедшем времени глагол звучит как «істедік». А все вместе звучит «без жумыс істедік». То есть мы работали. Следующий пример. Я книгу читал. В данном случае мы также сначала к глаголу прибавляем суффикс прошедшего времени. И далее прибавляем личное окончание первого лица. И предложение звучит «мен кітап оқыдым». Я книгу читал. И последний пример. Они домой пришли. Здесь используется третье лицо, как мы помним. Оно не имеет личных окончаний. И здесь мы используем глагол келю. Сначала прибавляем к нему суффикс прошедшего времени. В данном случае это мягкий суффикс «д», так как слово мягкое. И получаем предложение «олар еге келді». Личных окончаний здесь нет, так как в третьем лице они не требуются. Здесь мы используем только суффикс прошедшего времени. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.